чайка полярная залетает. А рыбы какие у вас есть, расскажите, пожалуйста. Рыба какая у вас в основном? Ну вот здесь вот местные здесь, что ловят? Рыба здесь водится, значит, омуль. Так. Первый появляется, заходит в речку Хостыр, как бы вот только вот за береги появились, значит, это на это пробавляется на этих, на камушках. Вот, что-то там ищет, каких-то жучков, паучков. Вот. Потом, значит, хвалились с буровой, что поймали нельму 17 килограмм. Нельма есть, значит, вот, ну, муксон, соответственно, значит, есть. Чир. Чир, озерный, чир. Речной. Речной, зубатка, корюшка. Вот, камбала. Такая вот. Каменушка маленькая. Каменушка. Потом этот, какой? Рогатка. Такой колючий. И ледово-морская. Бычок. 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 Маленький, да. Рогатка и ледово-морская. Ну, в общем, она такая. Так. Такие дела. А ряпушка что? Что, ряпушки нету? Не слышали даже. Здесь не знаю. Да не вы что? слышал. Ничего себе. А на той стороне, там, где нерестовые речки, там голец. Галец нас обходит, короче. Здесь его нету. Здесь нет нерестовых речек на этой стороне. Там вот на Таймыре, где новая река, еще там. 30 километров отсюда там, говорят, навалом. Просто на Енисей заходит ряпушка. А сюда, видимо, не заходит, да. Интересно. Не знаю. В этих вот, в Анабаре есть ряпушка. Потом на Лене у нас прямо вот. Даже вот Жиганск, это 1000 километров от устья Лены. Там мы ловим ряпушку. В ноябре уже. То есть она начинает подниматься там когда-то, видимо. Попозже туда, да? Да, доходит прямо до нас. Ну это уже крайний поселок Жиганск, вот куда доходит ряпушка. А когда первый год сюда заехали, Ну, местные рассказывали, заехали ребята, значит, я уж не помню кто, говорит, мы, говорит, осенью рыбу не ловим в сентябре. Говорю, почему? А, нет, не вру, наоборот. Значит, говорит, мы, говорю, когда тяга на гусей? Зашло ж Хостыр, место охоты на гусей. да. Когда гуся бьют-то на перелете, когда они идут, значит, массово. Он говорит, ну, примерно 10 сентября. Я говорю, ну и как вы тогда охотитесь? Значит, он говорит, нет, мы не охотимся, так рыба прет, говорит. Ну вообще, значит, за ружье не взяться, потому что рыба идет, значит, полный рост. Вот. Ну да, так и есть. Вот так. У нас омуль тоже доходит. Гусь летит. Ну, охотников много, но все на рыбу в основном падают. Да потому что это ж рыба, это же вообще вот омуль, да? Вот он. Это ж вообще золото какое-то. Да, омуль-то вообще жирнючий вот этот. Ну если его только в сентябре вылавливают. Ну вот, друзья, во-первых, пружина амортизатора сломалась, то есть сам амортизатор от штока, вот это кольцо, которое крепится верхняя часть, она отвалилась. И мы перевернули снегоход, чтобы посмотреть на пружину, ну, на амортизатор. Опустили, и он перестал заводиться, вот в чем проблема. А вот это у вас жилые модули, ну, жилые домики, да, вот эти? Общежитие, да. Общежитие для работников. 4 человека, ну, 2 двухспальные кровати. А он ходит. Можно все что угодно. О, красота. Здесь кто-то живет, да, в данный момент?
Нет, это у нас общая гостиница. Как бы приезжают тут ребята. Ну. Останавливаются, да? Там белье, да. Классно, классно. И все, и моментально, какой бы мороз не был, значит, он сразу пятерку раз. Да, тепло. Слушайте, прям. Она сейчас прям в данный момент работает, да? Нет. Вот, сейчас электрическая А, подтягивает, понял. чтобы не отсырело ничего. Ага. Белье, все тут Да. по-человечески У вас, отдохнуть хоть. у вас это, да? Стиральная машинка есть, да, все. Обязательно. Баня, сразу. Классно, классно. Так. Это мы сейчас куда идем? А, баня, давайте. Баночный комплекс. Да. Вот такое вот так вот люди живут здесь. Ученые. Наше водоснабжение. Так подождите, вы со скважины берете воду, да? Снегоплавилка называется. Как называется это? Снегоплавилка. А, сюда снег накидываете? Тритена и пошел. Да вы что, ничего Вот себе. вокруг. Возобновляемый источник воды. Точно, да. Перекос фаз. Ну, Вот. Устраняется, еще и пользу дает. да. 300 литров в сутки производит, так, нечего делать, Угу. на одном тыне 2 киловатта. Вот. А если 3 включить, то 600 литров в сутки воды только так. Вон эти прилетели. Пуночки или как, да, белые? Туночки наши. Это уже предвестники весны. Летели еще в конце марта, 26 марта. Да вы что? А сколько? Ух ты! Емкость с холодной водой. Стиральная машинка. Все, автомат, все как положено. Да, сушилка. И здесь сушилочка. Постирал, посушил. Весы. Неправильные. Все время привес дают почему-то. И парилка главное. Главное. Здесь комнатка отдыха. Как бы Так. здесь помывочная. Ух ты, тепло-то как, а? Это бак с горячей водой. Вот там набираешь в тазик. Ну просто все. Вот это парилочка. Вот две Харви стоят электрические. Там, Класс, класс. в общем, класс 95 градусов. Да Нормальная вы парилка. что, обалдеть, ничего себе, вот эта красота. Че так не жить, да? Вот же люди, да. Да. И чего они тут так долго вытянули, да? Нормально так тут не хорошо жить? славят. Че же так не жить-то? Так, хорошо, это у вас прям И боролись. научное оборудование секретное, да, я так понимаю? Ну, самодельная, значит. Ну, с алюминиевого бака 3 тына врезали, вот тебе. Не-не-не, это понятно. А вот эта тарелка спутниковая я вижу. Да, это спутниковая. Ну, интернет, да, в основном, интернет-тарелка же. Да, это связь. Да, связь. Связь. Понял. Спутниковая связь. Ага. Через нее мы все сообщаемся с миром. Так, А вон стоит метеомачта. Там метеомачта, метеоплощадка, все данные-то оттуда снимаются. там ветер, Передаются в сеть. давление, да? Ну, там вот всякое. такой список весь. Ну. Огласить его. А вон там для влажности вот эти стоят, да, такие вот штуки. Влажность воздуха. Психрометрическая Психрометр- будка называется. Да. Вот, и там тоже приборы есть. Конус вот тот для касатков. А никаких секретных оборудований нету? Секретное оборудование прям какое-нибудь. Смотря что называть секретным. Ну у вас секретки нету Дело в том, здесь? что вот это вот, значит, комплекс, Ага, метео, например, ага. он финский, по-моему. Вот. Если датчик взять, ну, такой карандаш, значит, как определяет температуру. Разобрать его, он секретный. Хрен знает, что у него там. Вот это секретное. Ясно. Ну, мы пользуемся как-то. Ага. Классно работает все. А вот это флаг, это что за флаг вот этот? Российской Федерации. Нет, другой. А
Это института Арктики и Антарктики. А вот это вот, да, я вот что хотел узнать. Арктика и Антарктика. Ну. Арктика и Оба Антарктика. полушария под нашим институтом. Понял. Так. Хорошо. Ну вот, друзья, мужики на станции нам дали реле. Дело в том, что у Дмитрия, по-моему, сгорело реле. Мы так поняли. И теперь сложность в другом. Реле, но это реле четырехтактного снегохода. У нас реле двухтактного снегохода. Вот в чем сложность. Но принцип реле должен быть одинаковый. Вот. Потому что на моторных Ямахах тоже такие же релюхи. Вот. Кофемашина? Да. Вот там кофе нажимаешь, и она заливается. Ну вот, друзья, в общем, отремонтироваться нам сегодня мы не успеем никак до ночи. Вот Борис Сергеевич нам разрешил остановиться на ночь, пока мы не сделаем снегоход. Сейчас будем чай пить. И я хочу сделать... Присоединяйтесь, да? Да, я хочу сделать небольшой презент, ну вот подарок вот этой вот, ну, как скажем, как называется вот это? Станции, да? Станции. Временная полевая база. Да, временной полевой базе. Вот сейчас сделаю от себя подарок, как всегда, обычно я всегда езжу. Да. Особо ценный. Ну, он, как скажем, не столь особо ценный, наверное, но он больше так сувенирный, так. Вот. Что это? В общем, так как я из Якутии, Да. вот. Вы у нас в Якутии еще не были же, да? Был. А, были, да? Текси, Якутский был. Вот, чтобы вам Чтоб не на заблудиться, память, да? на память обо мне, да, и о наших. Вот такой вот подарок рыбы Якутии. Это календарь на 2023 год. Ну, он с фазами, лунный календарь рыболова. И вот здесь все рыбы Якутии, которые обитают в Якутии. Круто. Спасибо большое. Пожалуйста. Спасибо. Будем изучать. Да. Вот можете повесить где-то. А за деньги будем показывать рыбакам. Да. Это не хотят. Вот они дни. Клево, без клево. Да, вообще секретная информация. Все, теперь ждите в Якутии наших рыбаков. Спасибо. Этот календарь у вас тоже будет работать? У вас? Повесим обязательно. Да, если будут рыбаки ехать, вот говорите им, какой день. Клевый сегодня или не клевый. Так что, друзья, вот появились вот такие... На станции появился мой календарь. Я очень рад тому. Вот. Так, и вот такой еще на память вам. Этот календарик на холодильник. Клевой рыбалки. Спасибо. От меня. Вот. Ну, вообще. Вот. Можете это. Я не знаю, чем вам ответить. Да не надо ничем отвечать. Вот. Вы и так уже нам сделали доброе дело. То есть мы вас остановились, вот, помогли нам, чем можете. Да. Белгородской области повреждено крупное промышленное предприятие, об этом сообщают местные власти. На эти телеканалы Ну, Борис Сергеевич нам какой стол накрыл шикарный. украинские войска обстреливают Донецк. Прям муля нарезал. Красота. Так, ну вот, друзья, через некоторое время удалось ребятам сделать. В чем была причина поломки? Окисление контактов на предохранителях, да? Так что имейте в виду, друзья. А?
Дмитрий, что сломалось? Буран сломался. Так, сейчас будем обратно все собирают ребята, потом снимаем пружину. Ну вот, сегодня, в общем, никуда не едем, остаемся здесь ночевать. Завтра с утра уже стартанем, наверное. Потому что 80 километров, ну, мы до ночи точно не махнем. А ночь уже не за горами. Ремонт ходовки. Так, срезали, да? Короче, там внутри болт отвалился, ну, остался, поэтому срезали. Вот здесь проушина отвалилась, вот, уже сварка у нас дюда и патент, да? И вот в этом месте отвалилась. Вот настало утро, ребята уже завтракают все. Сейчас, наверное, позавтракаем, ну, собираемся, да поедем. Так, сейчас мы освободили одни сани. Здесь будем грузить дрова, собирать дрова вот на побережье моря и сюда. Потому что в тундре, как вы знаете, дров нету. А нам нужны дрова, чтобы отапливаться все эти дни. И мы эти дрова будем искать на побережье. Вот, заготавливать. Сейчас остатки горючки обвязываемся. Что у нас по горючке, нормально получается? По горючке получается нормально. Хватит, говорят, ага. Там 200 с чем-то. 200 с чем-то. Сергеич, иди тоже. Чай попьем. Друзья, сейчас вот собираемся в дорогу. Каждый день нас балуют рыбкой. Борис Сергеевич. Завтракаем здесь. Увязываемся и вперед. В 16 году, в 17 рыба такая попалась. Тогда еще разрешали ловить. Вот такой глаз, без чешуи, такая с пятнышками, черно-белая, такая сероватая. Что это такое? На треску похожая, значит, как бы. А, да? Может, треска действительно. Хз. Мне фотографии, я потом это вышлю по WhatsApp. Есть WhatsApp? Ну не бычок, да, есть, я же вам номер оставил свой. Вот. Все, свяжемся. Да. Все мучает меня вопрос уже сколько лет. Давайте я отправлю их теологам нашим. Да. Кто это? Все в разнобой. Одни так, другие так. Может, гибрид какой-то. Или по любому справочнике. Ну, я смотрел, нету похожих. Может, молоть, поэтому. А может быть, если не мутант какой-нибудь. Здесь подземные взрывы. Ядерные в советское время не делали, интересно? Нет. Здесь чистейший регион. Мне даже с военно-медицинской академии, когда узнали, что у меня тут хвощ полевой растет, фотографии увидели, заставили 2 мешка набрать для опытов у них. Ага. Они там лекарства как раз против ковида делали. Один из компонентов это вот ягель. Идет, шел
Почва кислые, да? Я не знаю, честно скажу. Ну, если хвощ растет. Он там, в долинке, в одном месте только растет. Он такой небольшой. Сантиметров 15, наверное. Пообедаем. Не, я в последнюю очередь, я тоже отравленный. Ух ты, шулюм. А картошечка откуда вам привозится? Санкт-Петербурга. Через через большевик. Классно. Питерскую картошечку сейчас поедим. Давай. Остатки славы. Шулюм такой классный. Хотели бы уже ехать, но придется пообедать. Ну все, Борис Сергеевич, спасибо вам. Приятно Вам спасибо, оставаться. разнообразили наше одиночество. Вам спасибо за то, что приютили нас, помогли с ремонтом техники. Вот. Не оставляете местных жителей, так скажем, в беде. Вот. Ну, удачи, вспоминайте нас когда-нибудь. Вот там я оставил вам календарь, подарил на память. Вот. Может, когда-нибудь еще и увидимся. Я как бы в этих краях, ну, раз в год, конечно, приезжаю сюда вот к ребятам. Вот. Ну, посмотрим, как жизнь повернется, да. Да, тут неизвестно. В августе нас заберут, не заберут. Тут И потом тоже в вы подвешенном состоянии. только через год, да, сюда или? Нет, вообще базу могут снять. А, все, базу снять могут. Ясно. Да, Ну хорошо, мой контакт у вас есть, будете в наших краях, звоните. Да, уже не будем теряться. Ну, хорошо. Всего доброго. Давайте. Приехали за дровами, обсуждаем, как будем дрова брать. Стоят, стоит. Весь берег усыпан, берег побережья усыпан вот такими всякими бревнами. То, что водой вынесло море. Смотрите, какие-то старые скобы лежат. Кусок бруса. В общем, берег, побережье, море вот так вот усыпано всякими сухими бревнами. Ну, плохо то, что они все в песке, всякой вилле, там мелком. Торосы огромные местами, там еще больше на той стороне были. Здесь посреди. Вот. Бычки ходят. Овцы-бычки что-то едят, видимо. Питаются. Кругом тундра. Красота. Ребята вон вспотели. Ну вот, заготовили дрова. Нашли прям хорошие прям. То ли ельник, то ли елочки, то ли сосенки ли. Вот. Листяшку не похоже, конечно, но все же. Сейчас поедем. Забыл одна лопата, да?
будем. Сейчас это на берег. Ребята, как себя резинки показывают с тундры? Самое. А почему резинками завязываете, как бы веревки в дефиците, да, или? Веревку он ставится. Ага. Резина как натянул, так и держит. А, из-за этого, да? Так, вот она, озеро это, на которое мы должны были приехать и приехали. Итак, дорогие друзья, вот мы доехали до нашего места почти, то есть озеро. И вот здесь вот есть один рыбак местный. Вот. Он нам сделал небольшую информацию, сообщил, где примерно можно искать гольцов. И у них там лежат отличные экземпляры. Мы посмотрели сейчас вот и просто шокированы тем, что увидели с ребятами. Единственное, сожалею об одном, том, что я взял бур на 150 всего лишь, друзья. Там лежат экземпляры, которые в 180, ну, так, с натяжкой будут входить. Ну, посмотрим, рыбалка покажет, в общем, может быть и такого возьмем, попробуем. Так, сейчас поедем ставить палатку. Самое сложное у нас сейчас процесс бурения и так далее. Ветер пока не сильный, но есть. Вот ребята вот так живут, посмотрите, вот у них тут стоит система. Это как называется? Кирогаз, да? Кирогазка, вот, посмотрите, она работает на соляре. Ну, запах, сказать, что сильно, ну, не очень, как бы, не очень сильно пахнет. Ну, можно привыкнуть, по крайней мере. Потом печка обычная дровяная. Дров тут нету, как вы знаете. Вот нам любезно чай налили, горячий. Северное гостеприимство, так скажем. Александр, чё как? Я пока WhatsApp читаю. WhatsApp читает он, вот. Конечно же, это шутка, здесь интернета никакого нету. Вот. Ну, ребята рыбачат на сети. Вот, друзья, посмотрите снасти местных рыбаков, как выглядят. Вот. Довольно все жестко, на жесткую прямо. Капитально прямо. Вот такие вот здесь снасти, удочки. Все по-серьезному. Фух. Так, друзья, приехали на озеро. Вообще навехоньку палатку, пока мы поставили, пока дырки вырезали, пока разметили. В общем, прошло определенное количество времени. Сложность заключалась в этом: поставить палатку, собрать всю полы, разрезать, ну как, полы разрезать, они цельные, литые, и разметить. Вот. И теперь будем, получается, теперь надо просверлиться и ставить эти. Усложняется тем, что метр здесь, лед здесь 3 метра толщина. 3 метра, ставьте себе.
Ну вот, друзья, сейчас ребята бурятся. Одну лунку мы пробурили. А не берал, да? О, хорош. О. Вот такая глубина. Толщина льда, друзья. Вот среднего роста человек. 1,70 м. Вот так, ребята. Еще выше. Ты не дотянулся. Вот так где-то, да. Так что, друзья, приезжайте, побурим лунки. Лунки бурить тоже веселое занятие. Так как у нас бур один, мы сначала на короткой ноге пробурили, потом поставили 2 удлинителя заводских. Канаровский бур. 2 поставили удлинителя. Торнадо им 2, по-моему. И поперли. От веселуха. Вот от веселуха. Все это ради воды. Вот. В таком месте это все озеро огромное. Огромнейшее озеро. Снегоход. Один снегоход у нас, к сожалению, не доехал до места. 400 километров в одну сторону. Естественно, не доедет. Поэтому вот, ребята сейчас бурят вдвоем. Осталось добурить 2 лунки. Но это адский труд, ребят. Реально. Вот. Только вот этот шугу только вытаскивать одну, сколько надо усилий. Вот так вот. Там база рыбаков. Вот она. Кабаловецкая база, может быть, позже съездим, посмотрим, что за база там такая крутая. О, все, последняя осталась. Крайняя лунка. Ну вот, друзья, приехали, устроились вот так вот замечательно. И сейчас будем уже рыбачить. Эхолот показывает наличие рыбы. Поставили печку, ожидаем пургу. Говорят, будет пурговать. Ну, надеемся, что нас не сдует. Палатку закрепили прям со всех сторон. Я позже покажу. Александр готовит нам какое-то фирменное блюдо. Что это за блюдо? Мясо оленины, Собственно, пожаренное в собственном соку по-анабарски. понял.